Рахмет Жана, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді бастаймыз. Осыдан бірер минут бұрын Қазақстан Республикасының қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевтың халық алдындағы есептік кездесу өткен болатын, және дәл қазір бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен көптеген сұрақтар келіп түсуде. Олардың барлығысына көшпес бұрын ең алдымен сөз кезегін Қазақстан Республикасының қаржы министрі Ерұлан Кенжебекұлы Жамаубаевқа беремін. Рахмет. Бүгін мен халық алдында өзімнің есептік кездесуімді өткіздім. Халық тарапынан, азаматтардың тарапынан, бизнес тарапынан өзекті көптеген сұрақтар келіп түсті. Бүкіл сауалдардың барлығына нақты және түсінікті ретіп жауап берілді. Енді бұқаралық ақпарат құралдарының тарапынан қандай да бір сұрақтар болса, сауалдар болса, жауап беруге дайынбыз. Бұл жерде менің екі әріптесім отыр. Біреуі мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Сұлтанғазиев Марат Елеусізұлы, және де қаржы мониторинг комитетінің төрағасы Елиманов Жанат Қалдыбекұлы. Біз қандай да бір халық тарапынан немесе журналистер тарапынан тағы қосымша сұрақтар болса, толығымен жауап беруге дайынбыз. Рахмет. Переходим к вопросам, поступившим от представителей средств массовой информации. Телеканал «Атамекен Бизнес» Улпан Бегарина задает два вопроса. Сколько всего недополучил бюджет с учетом тех мер, которые были приняты по налоговому стимулированию? Насколько это отразилось на доходах в казну? Да, это очень актуальный вопрос. Я вот на правительственном заседании недавно отчитался, что по итогам 5 месяцев республиканский бюджет не поступило 125 миллиардов тенге. Планово мы рассчитывали, что будет 2 триллиона 236 миллиардов тенге, но фактически поступило 2 триллиона 111 миллиардов тенге. То есть исполнение составило 94,4%. И второй вопрос от Улпан. Ранее у Казахстана были расхождения с Китаем по экспортно-импортным операциям почти на 7 миллиардов долларов, из-за чего бюджет недополучил порядка 200 миллиардов тенге. Выровнялась ли ситуация на данный момент и каков объем расхождений таможенных данных на сегодня? Прошу. Так, ну, уважаемые журналисты, на сегодняшний день у нас какая вообще в целом работа ведется? Первое, конечно, мы в прошлом году значительно продвинулись в наших информационных системах. Приняли в промышленную эксплуатацию информационную систему Астана-1, приняли в эксплуатацию единое окно. Коротко скажу, единое окно объединило 19 информационных систем других органов, которые выдают разрешительные документы. То есть стало удобно представлять декларацию, можно уже не посещать эти госорганы. Всего будет объединено 24 таких информационных систем. 5 в этом году завершим. В целом все 100% деклараций они представляются в электронном виде. Через систему Астана-1 установлен форматно-логический контроль, который после ввода кода платежа уже автоматически сам определяет условные цены, то, что касается с КНР. Кроме того, форматно-логический контроль также контролирует запреты и ограничения. Теперь по системе управления рисками тоже мы продвинулись. Более 6 тысяч внесли ценовых индикаторов. База автоматически контролирует, и система управления рисками сама отбирает те декларации, которые неправильно заполнены. Через систему управления рисками мы также формируем план проверок, план посттаможенных проверок. На сегодняшний день по посттаможенным проверкам мы за прошлый год увеличили результаты выявленных нарушений в 2 раза, до 18 миллиардов. А в целом в момент подачи декларации за счет контроля 24 миллиарда у нас результаты составили. Теперь, что касается непосредственно самого расхождения, да, действительно, оно было
порядка 7 миллиардов, но надо учесть, что здесь есть и методологические вопросы. Из них 3,1 миллиард приходится на транзитный товар, который, пересекая границу через КНР и следуя в европейские страны через Казахстан, он у них в статистике учитывается как экспорт в Казахстан. Второе расхождение у нас большое – это МЦПС Харгос, где у нас установлен льготный режим и декларирование не происходит. Но в то же время этот же товар со стороны Китая учитывается как экспортированный. Стоимость таких товаров 1,2 миллиарда долларов. Оставшаяся часть, порядка 2,5 миллиардов, это и есть наш резерв, над которым мы работаем. В прошлом году мы взыскали 231 миллиард тенге. Расхождение уменьшили на 5%. На сегодняшний день расхождение составляет 40%. Попытаемся до конца года еще эти расхождения уменьшить. Что в этом направлении делается? Первое, конечно, большую работу мы двухстороннюю провели с таможенными службами Китая. Достигли договоренности об обмене предварительной информацией по экспортным декларациям. С января месяца эту работу начали. На сегодня порядка 30% деклараций у нас совпадение есть, а оставшиеся 70% совпадений нету. Начали выяснять причины. Ну, получается, причина не только в занижении стоимости у нас, но и есть недостоверные данные со стороны базы КНР. Поэтому в двухстороннем порядке на уровне компетентных органов отрабатываем. Буквально 17 числа будет видеоконференция по этим вопросам. Ну и думаем, в ближайшее время эта интеграция будет доведена до совершенства. Спасибо. Спасибо за ответ. Майра Медеубаева, Инбизнес КИЗ. Снижается ли доля госзакупок из одного источника и сколько она составила за 6 месяцев текущего года и по результатам за прошлый год? Спасибо. Ну, с 1 января 2019 года мы в целом установили запрет на осуществлять закупки из одного источника, если конкурс не состоялся. Законом прописано, что будет проводиться вторичный конкурс. Только эта мера нам позволила сократить долю из одного источника с 72% до 49%. Данную работу мы будем продолжать, естественно. В настоящее время в Мажилисе парламента лежит новый законопроект. Там как раз таки мы пересматриваем основания закупки из одного источника, и их количество будет значительно сокращено. Особенно те товары, которые пользуются особым спросом, это вот канцелярские товары и такие однородные товары, по ним будем также сокращать. Ну, в целом, думаю, законопроект позволит еще дальше сократить, но сейчас точную цифру тяжело сказать, как законопроект примется и норма вступит в силу, мы, естественно, будем реализовывать. Спасибо за ответ. Серик Сабеков, Казинформ. В Казахстане увеличилось число финансовых пирамид, фиктивных лотерей и других видов мошенничества. Какие меры принимает Минфин по данному вопросу? Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос сейчас, к сожалению, актуален, потому что отдельные недобросовестные лица, пользуясь трудной жизненной ситуацией и где-то и финансовой неграмотностью населения, значит, создают вот так называемые финансовые пирамиды с целью завладения и, значит, хищения средств граждан. Значит, работа по пресечению деятельности таких незаконных организаций проводится как службой экономических расследований, значит, Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов, так и Министерством внутренних дел. Вот. Что касается службы экономических расследований, то только в текущем году уже возбуждено 21 уголовное дело. Значит, дела находятся в производстве, расследуются. Вот. Есть также факты так называемых псевдолотерей, когда разыгрываются, вот у нас был пример по городу Алматы, когда, значит, выявлена была группа лиц, которые занимались псевдолотереей, разыгрывали автомобили.
Вот. Ну и впоследствии, конечно же, завладели деньгами наших граждан. Значит, ущерб здесь составил порядка 200 миллионов тенге, свыше 2000 потерпевших. Значит, привлекаются сейчас двое лиц к уголовной ответственности по данному уголовному делу. Вот. Здесь, что еще хотелось бы добавить, то что касается лотерей, то здесь у нас правительством утвержден, есть единый оператор, значит, Саты-Жулдыз, и что все вот эти лотереи, которые проводятся сейчас и активно рекламируются в социальных сетях, это, конечно же, незаконно. Вот. Какую работу мы проводим для того, чтобы выявлять эти преступления на ранней стадии? Значит, прежде всего мы проводим разъяснительную активную работу в средствах массовой информации, разъясняем гражданам о том, чтобы они были более бдительны. Вот. Проводим мониторинг социальных сетей. Вот. К тому же сейчас подразделением финансовой разведки комитета разработана, значит, типология, схема, значит, финансовой пирамиды, которые, вот эти типологии будут направлены в банки второго уровня для того, чтобы своевременно выявлять по транзакциям, значит, банковским эти финансовые пирамиды. Ну, в качестве одной из проблем я могу сказать, почему, конечно, как правило, выявляются эти преступления уже когда нанесен ущерб, потому что сама деятельность финансовой пирамиды, она направлена на то, чтобы, как первые ее участники, они, конечно же, получают те доходы, которые обещаются ее организаторами. Вот. И на этой стадии потерпевшие отказываются обращаться в правоохранительные органы и писать заявление. А когда уже, значит, массово вовлекаются граждане и наносится ущерб, тогда уже мы получаем массовое заявление, но тогда уже деньги, как сказать, похищены. И в этой связи, вот, пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть ряд признаков финансовых пирамид, которые мы видим по уголовным делам, характерные. Это первое, самое главное, это то, что организаторы обещают баснословные прибыли, которые зачастую превышают официальные, значит, вознаграждения по банковским депозитам. Значит, второе, прибыль обещается, как правило, в любом случае, при любых обстоятельствах, вот, что, конечно же, вызывает также сомнения. Третье, как правило, такие организации непрозрачные с финансовой точки зрения, то есть не раскрывают свою деятельность, на чем они зарабатывают так называемые денежные средства. Вот. И, конечно же, в этом, я уже как сказал, активно используются социальные сети для рекламы. Вот. Пользуясь случаем, хотелось бы предупредить граждан, чтобы они были бдительны и при наличии таких признаков не подвергали, значит, угрозе свои сбережения, утрату своих сбережений. Спасибо. Спасибо за ответ. Нұршапағат Неспаев, Хабар 24. Былтыр 2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет мұнай баррелі $55 және $1 370 теңге деңгейінде болады деген болжамның негізінде есептелді. Биыл бұл көрсеткіш мүлде басқа. Осыған байланысты бюджет қайта қарала ма? Биылғы бюджеттің өзі қабылданғанына, нақтыланған бюджет сәуір айында қабылданды, 2 ай болды. Сондықтан да дәл қазір республикалық бюджетті қайта қарау туралы өзекті мәселе тұрған жоқ. Бірақ жаңа алдында айтып өттім, біздің жоспарымыз республикалық бюджетке түсетін қаражаттар жоспары қазіргі күнде орындалмай отыр. Бірақ мына ахуалдыққа байланысты, мұнайдың бағасына байланысты, өздеріңіз білесіздер, мұнайдың бағасы қазір құбылып тұр. Сосын тағы да Қазақстан өндіріп экспортқа шығаратын өнімдердің бағасына байланысты және де жалпы сыртқы экономикалық саяси ахуалға байланысты біз өзіміздің болжамдарымызды қайта қарастырып отырамыз. Бірақ дәл қазір бюджетті қайта қарастыратындай ешқандай себеп жоқ. Жауабыңызға рахмет. Мадина Алиханова, Казтак. Есть ли у Казахстана деньги на вторую волну коронавируса? Во сколько обошлась первая волна? И можем ли мы себе позволить такую же в октябре? Ну, все вы знаете, на первую волну борьбы с коронавирусной инфекцией были выделены средства в сумме 153,4 миллиарда тенге. Из них 26,6 миллиарда тенге – это резерв правительства, и 125,3 это было при уточненном республиканском бюджете предусмотрено. А также 1,5 миллиарда тенге перераспределено из средств бюджета Министерства образования и науки.
Но время покажет, в целом в резерве деньги есть, как будет обстоять ситуация, как будет, так скажем, ситуация с коронавирусом и в целом экономическая ситуация, как изменится, мы еще посмотрим. Но в целом в резерве правительства и в уточненном бюджете соответствующие средства есть. Тамара Вальхрейтер, какой будет объем размещений на этот год за пределами страны? Сколько и где, и когда предполагается размещаться в рублях и на какую сумму? Я уже на отчетной встрече отметил, что дефицит республиканского бюджета на текущий год составляет 2,4 триллиона тенге. И, естественно, данный дефицит нужно будет профинансировать за счет заимствований. Заимствование будет как внутри, преимущественно будет внутри Казахстана, в тенге. Будем смотреть, исходить из возможностей бюджета. Будем также наблюдать за внешними рынками, наблюдать волатильность валют. Ну, сейчас более привлекательным является внутренний рынок Казахстана и рынок российского рубля, поскольку как российский рубль, он более коррелирует с курсом казахстанского тенге, и поэтому для нас более привлекательным является российский рынок. При необходимости мы будем выходить. В целом переговоры ведутся. Мадина Житканбаева, Инфозакон КЗ, Нұрсұлтан қаласында 2019 жылы мамыр айынан бастап отбасы мен жастарды қолдау қоры деген әлеуметтік жоба ашылған. Бұл жоба халыққа 3,7% пәтер алуға несие таратуда. Бірақ бұл жоба арқылы пәтер алатын әр азамат пәтер құнының 50%-ын құйып, 30 күн өткеннен кейін алады. Сонымен қатар, қаражат жоқ азаматтар осы жобаға адамдарды шақыртып, қорға қаржыны салдырып, алғашқы төлемақысын тауып жатқандар да бар көрінеді. Бұл жоба туралы ақпараттар тек әлеуметтік желілерде тарап жатыр, ресми түрде ақпарат жоқ. Бұл жоба қаржы пирамидасы деген ел арасында сұрақтар туындап жатыр. Осыған орай, бұл қордың кооператив немесе қаржы пирамидасы емес екеніне қалай көз жеткізсек болады? Және 3,7% несиелеу тиімді ма? Әрине, бұл 3,7% теңгемен берілсе өте ұтымды және тиімді пайыз, бірақ бұған сену өте қиын. Себебі бізде Қазақстанда ең мөлшерлемесі арзан банктердің бірі бұл тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. Ол біріншіден, екіншіден бұл банк арқылы бүкіл мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылады. Яғни баспананы сатып алуға несиеге байланысты ақпараттың барлығын осы банктен алуға болады. Ал жаңа сіз айтып отырған кооператив па, немесе бір жеке кәсіпкер ма, оны біздің тиісті органдар сараптап тексеру керек. Себебі ондай жаңа алдында пирамидалар туралы айтып өтті ғой. Егерде ол сондай пирамидаларға жақын бір схемалар, бір қандай да бір механизмдер болса, тетіктер болса, әрине оны заң түрінде қарастырып, оларды заңға тарту керек. Бірақ жаңа сіз айтып отырған мөлшерлеме өте төмен. Енді бізде негізгі операторларды өздеріңіз білесіз, және айтып өттім, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, немесе мына 7-20-25 ұлттық банк тарапынан берілетін өздерінің операторлары бар. Сол операторлармен салыстырып қарағанда әрине ұтымды сияқты, бірақ тағы да қайталап айтам, халықтың жаңағыдай осындай нақты бір махинацияларға немесе бір сондай алаяқтыққа ұрынбау үшін алдын ала тексеріп алу керек, және құзырлы мемлекеттік органдарға жаңағы хатпен жүгіну керек. Сондықтан да біз бұны тексеріп қарайық. Жауабыңызға рахмет. Как и во многих странах, многие предлагают ликвидировать налог на транспорт, учесть этот вид налога в бензине, чтобы было справедливо. Едешь, платишь, не пользуюсь транспортом, не плачу за него налог. Что вы думаете по этому поводу? Ну, данный вопрос в нашей стране тоже неоднократно обсуждался на протяжении многих лет. И ну, что можно сказать? На сегодняшний день налог на транспорт исчисляется в зависимости от года выпуска автомобиля и в зависимости от объема двигателя. То есть своего рода это тоже налог на роскошь. Предлагаемый механизм, он предусматривает, что налог на транспорт должен входить в стоимость, то есть увеличение акциза на бензин. При этом по налогу на транспорт на сегодняшний день мы имеем льготные категории граждан, так и юридических лиц, ну как госорганов.
неплатящих. Также имеются автомобили, которые потребляют бензин гораздо меньше, чем те, которые с большими объемами двигателя. Поэтому, но при этом ездят они больше, ну, скажем, те же таксопарки и общественный транспорт. Поэтому нагрузка основная тогда ляжет на них. Если учесть, что в прошлом году уплачено было 73 миллиарда налога на транспорт, в целом по стране поступило, и в литре бензина на сегодня 22 тенге акциза, то это бензин подорожает порядка еще на 8 тенге. Поэтому на сегодняшний день считаем, что это будет большой нагрузкой для тех граждан, которые обладают малолитражными автомобилями. Поэтому. Спасибо за ответ. И вот просят вернуться к вопросу Тамары Валь о размещениях на этот год за пределами страны. Вот о каких суммах заимствования все же идет речь? Просят назвать конкретные цифры, если это возможно. Вот я уже про дефицит бюджета отметил, 2,4 триллиона тенге. Естественно, если мы будем преимущественно привлекать заимствования из внутреннего рынка, я думаю, это порядка до 2 триллионов из внутреннего рынка. Естественно, остаток там, около 400 миллиардов тенге мы постараемся из внешних источников привлечь. Опять-таки надо смотреть условия, какие ковенанты, какие там процентные ставки, какие дисконты и так далее, и так далее. То есть это такой большая аналитическая работа, которая проводится нами сейчас. И информация также очень чувствительная, поскольку все реагируют. Любые заявления там, относительно какого-либо рынка, естественно, это порождает определенный спрос и определенные предложения. Поэтому вот конкретная информация, вот в пределах 2,4 триллиона тенге речь идет. Уважаемый спикер, я благодарю вас за то, что посетили нашу площадку и ответили на вопросы. Құрметті көрермен, осымен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді аяқтаймыз. Эфирде келесі кездескенше.